Сегодня у народных избранников заключительное заседание весенней сессии 2020 года. Депутатам предстоит рассмотреть республиканские законопроекты. В их числе и законы о внесении изменений в Конституционный закон, о порядке внесения изменений в некоторые законодательные акты, о представлении сведений о доходах, расходах и имуществе. Законопроект был внесен правительством Республики Ингушетия, принят в первом чтении на внеочередном. Тоже был разослан субъектам права законодательной инициативы. Отзывы получены положительные. Если нет вопросов, также прошу принять его во втором чтении, коллеги. Так, проект закона, позволяющий продлить сроки представления сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря прошлого года большинством голосов «за» был принят во втором чтении. Также на встрече заслушали доклад о видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Ингушетии и документах муниципалитетов республики. Как вы уже в курсе, представленный законопроект прошел успешно процедуру первого чтения. Если нет вопросов, комитет предлагает и рекомендует принять представленный законопроект во втором чтении и соответствующее постановление по нему. Законопроект приняли сразу во втором чтении. При этом спикер парламента отметил, к законам, над которыми проведена тщательная работа, как правило, не возникает вопросов. Правда, проект закона о введении в действие на территории Ингушетии специального налогового режима вызвал много сомнений у ряда депутатов. Налог на профессиональный доход позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок, без рисков получить штраф за незаконное предпринимательство. Однако в регионах страны он везде действует в качестве эксперимента, что не обозначено в предложенном законопроекте на встрече. Для пояснения этого вопроса на заседание пригласили и представителей Минфина. В условиях пандемии федеральными органами власти было рекомендовано ввести на территории субъектов Российской Федерации налог на профессиональный доход. В связи с чем это было связано? Так как у нас сейчас мы принимаем законопроект, чтобы ряд налогоплательщиков были освобождены на второй и третий квартал от уплаты упрощенной системы налогообложения, патентной системы налогообложения, и другой ряд льгот был предоставлен. Поэтому у нас будут потери доходов бюджета республиканского и местных бюджетов. В связи с этим хотелось бы легализовать часть тех предпринимателей, которые занимаются на дому какой-то сферой деятельности. Переход на новый налоговый режим осуществляется добровольно. Физлица, согласно ему, облагаются налогом в размере 4%, юридические лица – 6%. Сейчас он действует в более 20 регионах страны. Остальные субъекты могут присоединиться по собственному желанию с 1 июля. По итогу дискуссии спикером парламента было принято решение перенести его рассмотрение на осеннюю сессию для тщательной доработки. Далее в третьем чтении были приняты и законопроекты, касающиеся налога на имущество организации, установление пониженной ставки налога на прибыль организации и исполнение бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Ингушетии за 2019 год. Весенняя сессия пришлась на период эпидемии коронавируса. Тем не менее, законотворческий процесс не останавливался и осуществлялся в удаленном режиме. С января текущего года по настоящее время проведено 14 заседаний Совета Народного собрания. 10 заседаний Народного собрания, принято 18 законов, рассмотрено 212 законодательных инициатив президента России, федерального правительства, региональных законодательных собраний. Из них поддержано 186. Принято 260 постановлений Народного собрания. Проведено 59 заседаний комитетов, из которых 5 расширенных по наиболее актуальным для жителей республики вопросам. В заключительную повестку заседания парламента были включены и ряд законодательных инициатив Федерального собрания, Государственной Думы, правительства России и законодательных собраний субъектов Российской Федерации. По итогу завершающего заседания спикер парламента заявил, что предстоящая сессия будет насыщенной и ожидается много работы, и пожелал депутатам набраться в отпуске сил для выполнения планов, намеченных на осень. Уважаемые депутаты, весеннюю сессию Народного собрания Республики Ингушетия 2020 года объявляю закрытой. Диана Дударова, Асхаб Белакиев, Новости 24.